Обналичивали сотни миллионов, заработали чуть меньше 8. Сегодня в Вахитовском районном суде допросили свидетелей по уголовным делам о незаконной банковской деятельности и мошенничестве. Как считает следствие, подсудимые работали по стандартной схеме, перечисляли деньги клиентов на счета фирм-однодневок и обналичивали их через банкоматы. За работу брали 6% от исходной суммы. Подробности в репортаже Айрата Назипова. На скамье подсудимых 41-летняя Азиря Рахимова и 34-летний Роман Миронов. Он находится под стражей, она под подпиской о невыезде, так как воспитывает малолетнего ребенка. Обоих обвиняют в мошенничестве и незаконной банковской деятельности. Свою вину подсудимые признают лишь частично. На протяжении определенного времени занимались обналичиванием денежных средств, то есть путем заключения фиктивных договоров выводили денежные средства, снимались со счетов индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и таким образом расхищали чужие денежные средства. Как считает следствие, дуэт работал с 1 января 2016 года по 31 марта 2018. Через подставные фирмы они перечисляли средства клиентов на счета подконтрольных группе фирм однодневок, указывая различные назначения платежа. Поступившие деньги уходили на банковские карты физических лиц, а затем обналичивались и снова возвращались клиентам в виде наличных за минусов 6% от суммы оплаты работы обнальщиков. Таким образом, по материалам дела подсудимые незаконно заработали порядка 8 миллионов рублей. Также следствие полагает, что обвиняемые обналичили порядка 400 миллионов рублей. Однако адвокат Романа Миронова назвал совсем другую сумму. За весь этот промежуток времени, который вменяется, это 100 миллионов рублей. Из них то, что получили обвиняемые, это порядка 8 миллионов рублей. Все. Больше никаких денег, ни 400, ни миллиарды. Это ошибка, которая крадется с материалов предварительного следствия. Сегодня на заседании заслушали свидетелей. Один из них – бывший друг Романа Миронова. Сейчас они уже не общаются. Как рассказал мужчина, около 2 лет назад ныне подсудимый предложил ему стать индивидуальным предпринимателем. За это обещал ему платить 15 тысяч раз в 2 недели. При этом якобы деятельность велась всего месяц. Сторону гособвинения интересовал вопрос, чем же занималась его компания, что получала такое вознаграждение. А это у них спросите. Я не могу за них отвечать. Но вы ведь как-то должны понимать, за что вам дают-то. За то, что по моей организации ведется деятельность. Я в ней директор. Ваша ИП чем занималась? Грузоперевозками, в частности. Грузоперевозками. У вас есть транспорт? У меня нет. А тогда на каком транспорте вы осуществляли? Я не осуществлял. Став индивидуальным предпринимателем, мужчина посоветовал сделать также своим товарищам. Однако спустя несколько дней у него у самого возникли сомнения в законности подобных операций. Чутье не подвело. Начались проблемы как у него, так и у его знакомых. Сначала с деньгами проблемы. Потом, когда это продолжалось, и с документами проблемы начались. То есть документы его не возвращали. Эти проблемы были? Нам говорили то, что подождите, мы найдем и вернем. Кто вам говорил так? Бухгалтер. Бухгалтер какой организации? Не знаю. Ответы на все вопросы суду все же предстоит найти. Начать из них на следующем заседании, 28 ноября. Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов 112». Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.